Олег Стариков, военный эксперт, с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас. Добрый вечер. Ну вот, услышали вы сейчас сообщение. Черноморский флот России, значит, сейчас сообщает о проведении в аннексированном Крыму танковых учений. Что это такое? Но это проводится межвидовое командное штабное учение крымской группировки войск, на фоне которой проводится тактика специального учения родов войск как этап зимнего периода обучения. Поэтому с учетом того, что заканчивается зимний период обучения и переход на летний период обучения, это предусмотрено в планах боевой подготовки. Но особенность этого учения в том, что она задействована как средство ПВО дальнего радиуса действия, это ПВО «Триумф» С-400, а также задействованы, которые уничтожают, предназначены для уничтожения гиперзвукового оружия, крылатых ракет, ядерных боеголовок и стратегических ракет, впущенных стратегических бомбардировщиков. Это первое, очень важно. Также «Панцирь» используется для уничтожения, это третий вид эшелона ПВО, который используется для уничтожения средств, которые летят на малых высотах. В принципе, это так называемые беспилотники. Почему не были использованы БУКы, которые как среднее звено по недопущению прорыва С-14, я в принципе не знаю, может быть, журналистам что-то не увидел. Но здесь самое главное другое. Это идет учение по отражению нападения со стороны акватории Черного моря. Поэтому, еще раз повторяю, крымская группировка, особенно береговая охрана и Черноморский флот предназначен для противодействия 6-му флоту США, и они, в принципе, готовят все свои подразделения для того, чтобы противодействовать возможному нападению, возможно, высадке с помощью 6-го флота США или при подразделении НАТО, которое есть в Черноморском регионе. Но вот если учитывать, насколько сегодня милитаризирован полуостров, несет ли это угрозу для материковой части Украины? Ну, естественно. Дело в том, что, с одной стороны, мы говорим, и вот про то вооружение, которое использовано, это обычные виды вооружений, и оно несет только именно как милитаризация полуострова. Угрозу, в принципе, будет нести та достоверная информация, когда будет достоверно уже известно, что на территории Крымского полуострова есть ядерное оружие, как на флагмане Черноморского флота, и также на объекте С-850 объекте, так называемое, в Севастополе, а также на ракетно-технических базах. Поэтому есть разные варианты и разные средства контроля. В принципе, средства объективного контроля Соединенных Штатов Америки, они это дело контролируют, в том числе и противоминные группировки НАТО, которые заходят на 21 день в акватории Черного моря, они это дело контролируют с помощью своих разведкораблей. И я так думаю, в случае чего они сразу же дают знать о том, что им эта информация известна, и Российская Федерация принимает меры или по скрытию нахождения ядерного оружия, или будут какие-то там ноты и тому подобное. Ну а какова вероятность того, что сейчас уже на территории есть ядерное оружие? Я сказать не могу, потому что, опять же, говорю, здесь информация должна быть от разведсообщества, от разведуправления Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, от разведсообщества НАТО, а также от разведподразделений стран НАТО, которые дислоцируются в Черном море. Это Турция, Румыния, Болгария. В принципе, если они данную информацию через НАТО, штаб-квартиру НАТО публикуют, то я еще раз говорю, достоверная информация. Здесь очень чувствительный вопрос. Мы можем говорить по-разному, но если это будет опубликовано, то это уже будет вызывать, то есть будут определенные ноты и определенные движения между комитетом начальников штабов Соединенных Штатов Америки, штаб-квартирой НАТО в Брюсселе и Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации.
Спасибо большое. Кстати, я заканчиваю. Кстати, сегодня был переговор, были проведены телефонные переговоры между начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Герасимовым и председателем комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генералом, фамилию забыл. Мгм. Спасибо большое, Олег, что с нами связались. Олег Старик, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам.